Взять участие как организатор в этом проекте? Ну, наш начальник отдела подошел в один прекрасный день с письмом из управления, да, где было написано, что вот будет такой проект, инициатива, и что нужны люди, представители администрации. Вот, он предложил мне, и я не отказался. Понять можно, что каждый день, если одно и то же камера, да, то есть, ну, как бы немножко это депрессивно, да, а здесь все-таки радость какая-то, смена обстановки, другие люди новые, это позитивные эмоции какие-то, да, позитивные мысли, разнообразие от быта каждодневного. Но это было что-то новое, интересное. Конечно, и навыки новые. То есть, я думаю, не все писали стихи до этого и читали рэп. Ну, изменения, наверное, как-то, ну, образно говоря, посветлели, что ли, лица, да, взгляд такой светлее, радость какая-то появилась, мне кажется. Вот в других странах, например, мы разговаривали с бывшим начальником управления мест заключения Дании, да, на одной конференции. Он говорил, что там, в принципе, пожизненно и содержатся вместе с остальными, то есть они не отделяются. Так как мы, ну, как сказать, движемся в направлении каких-то западных ценностей. Может быть, это был первый шаг, да, я думаю, дальше вполне возможно, что и у нас будут содержаться вместе. Ну, конечно, при определенных условиях. Молодые люди с воли, они немножко были какие-то у них там, наверное, с опаской сначала заходили и смотрели на все это, а теперь вот, можно посмотреть, все общаются, никаких нет барьеров, то есть все хорошо, все молодые, все, да, позитивные. Pārsvarā jau cietuma stereotipi visi nāk no televīzijas un tas, kas filmās, kur bieži vien ir pārspīlēti. Šeit ir normāli cilvēki un, neredzu, kāpēc ar viņiem nevarētu komunicēt arī ārpusē. Nu, tādi materiālie sapņi, protams, ir visiem, tie nav tik interesanti, bet garīgs sapnis varbūt būtu tāds personiski, kad mēģināt saprast savu vietu. Neteiksim sistēmā, bet sabiedrībā. Dzīvē viss sāk notikties tikai tad, kad tu pats kaut ko dari. Atmetis visas tādas kaitīgās lietas, kā televīzija un visas tādas laika zagļas drausmīgi atmest. Internetu grūti ir atmest. Sācis darīt daudz ļoti visādas interesantas lietas, spēlēt futbolu, ielu vingrošanu. Pat nedaudz arī atgriezies pie hip-hop arī. Šis projekts ir vienkārši interesanti, kaut ko darīt. Iepazinu ļoti patīkams cilvēks, tas ir tā svarīgi.
interesantas personības. Man nebija nekādas mandrāžas, vispār nekāda uztraukuma braucot šajien. Tas likās tā kā, es nezinu, man likās tā kā normāla parādība tagad atbraukt kaut ko. Bet es domāju, ka es kā cilvēks īpaši daudz nemainīšos. Bet tā ir tāda neatņemama dzīves pieredze, ļoti noderīga, es tā domāju. Константин Иванович Здебский. Учусь в 12 классе, получаю профессию помощника швеи или портного, как правильно сказать, профессиональная школа средняя. Посещаю кружок бумагопластики, там оригами, все такое. Ну вот сейчас посещал неформальное образование. Стараюсь быть порядочным таким более. Но вот не смотреть на других, думать своей головой, чтобы никто за меня думал, я сам. Увлекаюсь техникой, там еще много чем. Сам спокойный, я, дружелюбный, общительный. Мечтаю о многом. Есть много вершин, которых хочу достичь. Пока что они все недостижимы, потому что я нахожусь здесь. А так хочу, как и у многих, чтобы была семья, были дети. Ну вот, встать на ноги как-то. Это даже не мечта, это такое желание, то есть естественное, то есть это реальное. Мне предложили поучаствовать, я решил, что познакомлюсь с новыми людьми. Какую-то пользу для себя с этого поимею, так сказать, возьму. Ну, может, чему новому научусь или научат. Ну, или, в конце концов, общение, это что же какой-то опыт небольшой жизненный. Что-то новое, интересное. Надоело как бы сидеть все время в 4 стенах в этой камере на спецблоке. Приходят новые люди, они совершенно незнакомые, ты их не знаешь, как они отнесутся к тебе. Ну, как бы это особо не волнует. Я есть я, как бы этим все сказано. Меня не волнует там чужое мнение в основном, да, потому что оно может быть ошибочно. У меня же свое тоже есть, присутствует. То есть там «здравствуй», «привет», «как дела», то есть такие уже как готовые фразы, да, но это все не искусственно, натурально. Людям интересно, как ты здесь живешь, это то есть не наиграно. Ну и как восприняли, нормально, ничего такого нет, что я там на другом корпусе где-то сижу там. Не такой, как все осужденные, немножко отличаемся. Ну как, все замечательно. То есть пообщался, что-то общее нашли там. Оказалось, что такие же люди простые, как и все, кто-то там бухгалтером работает, кто-то электрик, там спец какой-то, да, там на стройке. Ну вот просто сюда случайно попал, так и все. Познакомился с нужными людьми, так сказать. Вот позвали, приехал, встретился, со мной тут пообщался. Ну все просто, довольно-таки спонтанно. Мне понравилось. Приезжали бы чаще, было бы лучше. Здесь с людьми особо не общаешься, никто не приезжает так. Единственное, если родственники только посещают, ну иногда там кто-то приедет, там верующие какие-то люди, ну а что там с ним, поговорил там полчаса, час, и то это все на религию нацелено, а не всех религиозные темы интересуют. Хочется поговорить о чем-то таком настоящем, то, что сейчас происходит, то, что волнует, а не то, что там заоблачное где-то творится, а то, что вот как мне жить сейчас, сегодня, здесь, не знаю, находясь в тюрьме, да, или как предлагают там, допустим, учиться, да, говорят там, вот иди учись, а задаюсь вопросом, а зачем мне это нужно, да, если я даже через 10 лет, допустим, ну, не выйду отсюда, а останусь здесь, да, ну, у меня же как заключение пожизненное, то есть зачем мне навязывают эту учебу, если она мне в жизни как бы и не нужна, ну, зачем она мне в 4 стенах, если я не могу воспользоваться знаниями этими, то есть это серьезно для себя, да, там, как бы я могу выучить что-то, мне это пригодится, я знаю для чего. А вот все остальное, то есть надо, чтобы эта цель была, а надеждами жить, ну, долго не проживешь. Хочется, чтобы что-то настоящее было, чтобы потрогать можно было, это пощупать, так сказать. Многие же они как попали вот в тюрьму, да, у них был там на суде приговор, да, а они хоп, что-то тормознулось там в голове у них, и они от этого отойти не могут. Ну, хочу узнать чего-то нового, чтобы на месте не стоять, чтобы не деградироваться, как многие. В общество? Так чего его не верить, оно же вон рядом здесь. Но это отображается все по телевизору, в новостях. То есть для них это что-то такое несерьезное. Вот тюрьмы, там все такое, они там относятся так к этому странно, ко всему. То есть там говорят, одни воры, убийцы сидят, зачем их выпускать, мол. Ну, до тех пор, пока сами с этим не столкнутся.
Es vēl vakar kamerā sēžot, teicu, nē, es neiešu un viss. Es izjūtu diskomfortu, man tas kaut kas, man ir barjera, es nedarīšu to. Bet, kad tu pienāci iedomā to numuriņu izvilkt, tas izvilkt, un es sapratu, все, vajag. Jūs atnācāt, jūs gribējāt redzēt, es atnācu, es gribēju redzēt. Man vajadzēja padalīties ar jums, lai jūs varētu padalīties ar mums. Mums vajag dalīties ar emocijām. Mēs to izdarījām. Bet vēl joprojām es varu atvērties un es varu aizvērties automātiski tikpat ātri. Man ir tas drusku tā kā diskomforts, tā kā nedrošības sajūta. Bet, kad es atveros, tad kaut kas sanāk. Un es sapratu, ka man vajag atvērties. Varbūt šoreiz man nesanāca tā atvērties, bet es zinu, ka es brīvību atvēršos, un tas būs kaut kas. Es pat uz skatuves šodien izgāju bez gatava teksta, es 10 minūtēs viņu sastādīju, tik tiešām. Es apsēdos, tev uzrakstīju tos pāris rindiņas, izgāju. Vienkārši bija nepieciešams to izdarīt. Es daudz ko iegaumēju no jums. Tas jau arī bija dzējolī pamanāms. Tu tā kā mācies, ja? Var tā teikt, jā, es cenšos. Ziniet, kas man iedvesmoja? Ka jūsu drosmi tāda pašatdevība. Jūs tā pašaizliedzoši, tā kā var teikt, atdodaties cilvēkiem, kuru daudzus uzskata par tautas izdzinējiem. Mēs esam pārkāpuši no likumu, no iesēdināja, jūs te atnākat rast, ņemiet tā un šitā un tu. Un tas man visvairāk aizkustinē. Kā tā var būt? Es to šobrīd esmu pārliecināts, ka es iziešu brīvībā, es jebkurā gadījumā būšu gatavs sniegt pārējiem arī kaut kādu savu dzīves pieredzi, kaut kādu. Es varbūt būšu vadītājs, varbūt vadītāja palīgs, tā teiksim. Ja man būs, dota iespēja, vai arī būs piedāvājums izteikts, bet negribētu aizbraukt uz turieni ar cilvēkiem, tur pastāst, jā. Es varu iedot cilvēkam padomu, cilvēks var paklausīt, mēs ar viņu varam apspriesties, un beigās viss labi sanāk. Es nesapņēju, zinu, ka man būs gaiša nākotne. Tu zini, ka tev būs gaiša? Es esmu pārliecināts, es zinu savas spējas, es zinu, ko es gribu, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka man viss būs priekšā labi. Būs grūti, bet būs labi. Pirmām kārtām ģimenē, otram kārtām palīdzība apkārtējiem cilvēkiem, kam tā nepieciešama. Mēs bez ticības nevaram dzīvot. Ticībai jābūt jebkurā gadījumā. Kādam tā ir liela, kādam mazāk. Es ticu sevi, es ticu apkārtējiem cilvēkiem, kuri nāk un dot man kaut ko, cenšas dot, palīdzēt, virzīt manu domu un manas darbības kaut kur tad pareizā virzienā. Un ja es viņam ticu, es zinu, ka viņi tic manī. Tikai kopā mēs varam kaut ko sasniegt. Dotajā vidē, man liekas, es ļoti degradējos. Un man tik tiešām nepieciešama tā kontakts ar ārpasauli. Mums nevajag konservēties. Mēs uztaisam barjeru apkārt. Un mēs atbrīvoties neļaujam kādu nelaižam sev klāt. Un tā pašā brīdī mēs it kā neļaujam arī pašiem tuvoties pie kāda. Tas ir nepareizi. Mums vajag tiekties pie apkārtējiem cilvēkiem un jāļauj arī viņam tikt pie mums klāt. Jā, varbūt manas rīcības ir nepareizes, varbūt manas domas kaut kādas ir nepareizes. Bet mēs esam cilvēki, mums ir dots kļūdīties, un tas ir pareizi. Saka, ka jāmācās no cita kļūdām, es ar to arī neuzskatu. Ir jāmācās arī no savām kļūdām. Jo bez tā tu nesapratīsi dzīves jēgu un vispār, ko tu no tās dzīves gribi. Меня зовут Артур. Сколько тебе лет? Мне 22 года, я сижу в тюрьме. Мне было весело и мне было неловко. Почему? Я стеснялся часто, очень часто. Что бы мы ни делали, или рисовали, или писали там что-нибудь. Мне всегда было... Стеснялся кого? Всех. Потому что много людей. Я не привык делиться своими мыслями, когда много людей. Серьезными мыслями. Я просто, может, стал более раскованный. Такой, какой я веду себя, там в компании нескольких человек, может. Я так себя раньше не вел, когда присутствует 20 человек. Как бы, что бы меня ни просили, даже не здесь, всегда так будет. Если меня чем-то просят, я переживаю, что мне не получится там или что. Это у меня всегда такое нехорошее качество. Не знаю, потому что мне не все равно мнение других. Почему? Не знаю, так вышло, так всегда. Значит, общество на тебя очень-очень строго влияет. Да, не во всех вопросах, часто. Есть же кое-что личное там тоже. А как тебе кажется, вот когда выйдешь на волю, тебе будет немножко легче общаться с обществом после этих курсов?
Я думаю, мне в любом случае будет легче общаться с обществом, потому что раньше я с не очень хорошим обществом водился. Нужна ли человеку вера? Вера, да. Да? Тогда во что ты веришь? Я верю в добро. Я верю в хорошие поступки, да. Свои хорошие? Свои тоже. Visu joprojām ir pa vecam, kur ikdienas skrējienā pār šķēršļiem lecam. Secen neiet arī mīlestība un naids vienaldzība raiz. Ietrūkst brīvais laiks, dzīvē viss vienmēr notiek, tikai iet dari. Un es ļoti ceru, ka vēl satiksimies ārā. Искры как мина горят над глубинами и улетаешь вдаль головой. Из молодого цветущего юного стал я угрюмым, больным и сидит. Что ж мне поделать, то юность утрачена. Что ж мне поделать, куда мне пойти? А я пойду с той тропинкой протоптанной, и ты меня никогда не найдешь. В жизни ты встретишь когда-то товарища, крепче полюбишь и больше меня. Не ожидай только сердце, пожалуйста, и не допить водки огню. Нет, не пойду я с собой, сероглазая, ты забьешься и вдруг ты заплачешь. Моих ты ответишь, как нет тихотаешь. Ты тонешь, ты тонешь, ты тонешь. Ну да, Артур, ты нас всех потряс. Откуда? Я ночью придумал, в 3 часа ночи его разбудил, что он записал. Это чудо от Артура. Хорошо. Значит, пока не горит ритм. Пусть кто-то говорит, молодость не мучает от ритм. На телефон амулет, вопросов здесь нет. Запомни, что сильно не вред, а я пишу привет. Всем респект, как москит лечу к вам на свет. Слово инструмент, гора, дом, камень, гарант. Стандарт, конкретный аргумент. Для автоматики, практика, время, тактика. Девятая строка, не автоматика, не знаю, как узнать. Ради знакомства, полных строк не будет просто. Мне не интересует фотка, ни действие, ни сотка. У меня тут не надо, нужно ватка, безусловно, что надо. У меня на вкус сладко, и не гадко от того, что тренировка. Продали на тропка, рекнула целая стопка, водка. Шутик, для каждого дядя то, что я пишу в тетради. Не стремя ради строки, что сплетаю в пряди. Против сердца процессов на 200 без действия, я рад, что вы вместе. Против сердца покачет, не прячет, оно видит иначе. И ничего не прячет, лишь бы не передрачу. Есть задача чувствия, эмоции точно перекачаны. Между временем месяц, девчонка, нечто скоротечное. Сроки кем-то уже прочитаны, но тему извечны. И не скучаю, включать удачи, речь заканчиваю. И с четкой 24-й строчкой читанину сворачиваю. Концентрированные аплодисменты, овации этой паре. Jā, tātad, ko es gribēju teikt? Tātad, attieksme ir tāda, man ir šāda, kad visu, ko es gribu, dzirdēt tādu nākotni, kur sirds ritms pamatā tiek dzirdēts, nevis mašīna tiek klausīta, bet tas, ko gribi tu teikt, tas ir, kas ir tev, slēpjās tavā sirdī. Un tur tālāk mēs ejam līdz šim brīdim. Nav svarīgi, kas ir nākotnē, ir svarīgi, kas ir tagad. Šajā brīdī attieksme viss, mēs, viens organisms, tu, acis, tev, es, mēs, visi, viņi, vieni, tur ārā, visur iekšā ārā. Visi vieni.
О, какой большой клуб у нас. Да. Что я могу сказать? Вам очень весело все эти занятия. Очень интересно. Сначала, конечно, казалось, что это ни к чему будет. Но в концовке оказалось, что очень много что поможет, изменило и начал задумываться лучше на свою жизнь. Как бы смотрел иначе. Как бы это очень помогло. Большое спасибо ведущим, которые потратили свое время. Пусть я поумнел чуть-чуть. Ну и все отлично, все супер. Спасибо вам. Было приятно с вами общаться, с вами парни тоже. Все веселые такие, прикольные. Вот. Думал, вы там где-то состоите, в каких-то там орденах, сетках, но вот оказалось, что вы простые, там, один бухгалтер, другой там электрик, там, строитель. Я вообще в шоке. Да? То есть такие же, как и мы, в принципе, да, только отличие там, ну что, вы там, вы здесь, да. Вот. Приезжайте еще, будет возможность, будем рады. Не знаю, как остальные, по крайней мере, я буду рад. Было приятно с вами пообщаться, провести день. Так что респект вам, народ. Mēģināju 2 mēnešus saprast, kas notiks šajā telpā. Un īsti tā kā visu laiku nav skaidrs, ir kaut kādas ekspektācijas, ir kaut kādas domas, kas tur varētu notikt. Tāds iztēle par to, kāda būs iespējas. Mēs droši vien atnāksim, būsim kautrīgi un tā, un mazliet viņi, un tad droši vien sāksim to visu darīt, un tad atvērsies, ka tas būs jau. Man palīdzēs empātiskāk saprast, kā jūtaties jūs, un kā es gribu to izturēties pret jums, un vismaz mēs esam pilnīgi tādi paši. Visiem ir kaut kādas savējās lietas, par ko mēs cīnāmies, kāds mēģinām valodas atgūt, kāds sapņo par ceļošanu kaut kur tālāk, kāda ir kāds cits idejas, kā palīdzēt vienam otram, un mērā neko īsti nešķiramies. Šis kaut kādā veidā limitēts telpā, es arī limitēts savās telpās, pie jums netiek iekšā, citādāk. Tas ir arī kaut kas, tas ir tāds, visur kaut kāda limita. Un jādara labākais, kur izdarīt, man liekas, to, kas ir pieejams. Возможно, у кого-то из вас когда-то были стереотипы, они сейчас развеялись. То, что в тюрьме сидят звери, вы увидели, что такие же, как вы, люди. Возможно, там, на свободе, вы кому-то скажете, кто думает иначе, он будет надеяться на вас и будет дальше это распространять. И вскоре, может, этот стереотип вообще развеется. Вам большое спасибо, все ништяк было. Очень жалко, что будет заканчиваться этот проект. Все подружились. Честно. Это самое плохое. Да, это самое плохое, самое хорошее, что может случиться. Да, и уже прощаемся. Я хотел сказать, что самое главное, что случилось, я после этого проекта начал верить в всех людей. Я как-то делил не то, что тюрьмой, там, наружу, вообще. И я честно верю, что все могут после того, что Гунт что-то поговорил. И да, я 3 года вообще не писал, я только знал, что я могу писать, я теперь после этого опять начал писать, своими делами заниматься. Мне это было очень полезно. Все ништяк. Спасибо. Mēs droši vien pievienojamies visiem pārējiem, kā bija forši un interesanti. Un, ja pirms tam likās, lai domāju, ko mums sagaidīt šīs dienas, kā būs, tad tagad, kad tā diena iet beigām, tad tas, man liekas, bija acīm redzam, tā arī tam ir jābūt, ka būs jautri un ka nekādas problēmas būs nebūs, ja no otras komunicēt. Jā, paldies! Man šodien liekas spilgtākais moments, kad es redzēju, ka Arturim trīcēja rokas, kad viņš uzstājās.
parādīja, nu, cik ļoti puikas tur bija centušies un tā kā tas mums kaut ko tomēr nozīmēja. Bija kaut kāda interesētība tajā visā. Tāpat arī otrs Artūrs bija līdz 3 naktī negulējis, redzu. Jā. Paspēdējām pats cietums, es biju domājis, man būs kaut kāds wow, bet māja. Я очень рад, что приехал. По-моему, было лучше, что этот рэп был вот в конце сейчас. Нет, ну, на сакума. Потому что мы подружились и теперь знаем друг друга. По-моему, было лучше. Ну ничего, понравилось. Es gribēju visiem pateikt lielu viņu paldies. Man liekas, tu ļoti skaisti diena. Man bija ļoti skaisti diena, un man ļoti patīk, ka mēs jau bijām šeit, kā arī Artur pieminēja, ka savā ziņā, kad jūs nācāt iekšā, jums bija tāda atvērtība, un kas tāda atvērtība uzreiz rada ļoti labu sajūtu, un tā labā sajūta rada lielisku dienu, tāpēc, ka arī tad, kad visi uzstājās ar tādu centību un entuziasmu un enerģiju, kā jūs uzstājaties tur, es neesmu redzējis daudz uzstājoties lielās skatuves. Līdz ar to man bija nenormāls prieks jūs skatīties, kā jūs cenšaties, un cik jūs esat talantīgi un cik skaisti. Un savā ziņā tā iekšā un ārā, ja jūs esat šeit iekšā, mēs esam ārā, man patīk laust to barjeru vispār, un ceros, ka mēs visi esam cilvēki. Un katru cilvēku redzēt kā cilvēku. Un tā ir tā burvība, ko es gribu arī paņemt un turpināt nest tālāk, lai kur es arī ietu, tad es katru redzu kā cilvēku. Un, jā, nē, ļoti skaisti diena, es gribu pateikt visiem lielu paldies, un viss šis projekts ir bijis tāda radoša enerģija, kas rada ļoti lielu iedvesmu un darīt tālāk. Jā, un jūs visi esat ļoti lieliski. Мне было очень, на самом деле, приятно, что, во-первых, у меня была возможность поучаствовать в последнем завершающем мероприятии инициативного проекта, что на самом деле изначально не предполагалось. Но я очень рада, что на самом деле у меня такая возможность появилась. И я очень была удивлена, поражена, я сказала, в позитивном плане таком, тому, что получилось, на самом деле, тем потрясающим результатом, которые вы достигли, работая вне, работая здесь. И как это сложилось все воедино, такое чувство, что на протяжении всего времени работала такая общая команда, которая встречалась, которая тренировалась, и которая вот сложилась, сделала один такой концерт. Мне кажется, что на самом деле здесь проявилось очень много того, что характеризует вас, каждого, как личность, что тоже создало вот такую вот атмосферу. Я надеюсь, что вы на самом деле вот эти вот такие моменты сегодняшнего дня вы возьмете с собой дальше и будете, это будет как такая частичка вас, которая важная для вас, для дальнейших шагов. Nu tāds, reāli forši, un sajūta tā, ka tas reāli viss ir tikai sācies. Un kad tā ir ļoti iedvesmojuša sajūta. Un kad es pāris no jums esmu klausījies, un man zosādi būs sacēlās. Bet tā sajūta, ja, kad spalvas atcerās, ja jums sāk spārnīt ārā, tad jūties bišķi tā kā brīvāks. Tā sajūta, tā vispār tā sajūta, savienojums, tas ir tas, kas tā kā liek man justies brīvam. Pēc principā, gan te iekšā, gan te ārā ir viens un tas pats principā. Mēs visi esam cietumā pēc idejas, uz laiku viens un tas pats. No bērnu dārza, tas vienmēr viss tas pats atkārtojas, un es te atkal esmu. Kas man sagādā to brīvību, ir tā brīvības sajūta. Jo biežāk es tajā sajūtā ieeju, jo es pierodu pie brīvības, un es daru sev brīvu. Tas ir tik iedvesmojuši, ka jebkurā brīdī no tik vienkārši monotona brīžu var radīt maģiju. No nekā savā starpā. Un es gribētu, lai mēs īstenībā turpinātu šito darīt gan iekšā, gan ārā. Es tev piekrītu. Ну, я много не скажу. Я сегодня столько много слов сказал.
Столько много слов сказал. Ну что, мне сегодня порадовало, что наше общество выросло за раз, несколько раз. Они сказали очень много. К хорошему и доброму привыкаем быстро. Расставаться? Да, ну да, мы еще будем встречаться. Все у нас получилось. Каждый из вас научился чему-то новому. Взял для себя что-то. Абсолютно каждый. Даже я чему-то здесь научился. Хочу всем сказать спасибо группе, которая здесь была создана, что нашли в себе храбрость, силу, смелость вступить в эти ряды. И, конечно, группе, которая поддержала нас по ту сторону затора, да, это тоже ребята хватает своих хлопот, но они нашли себе силу и интерес, которые тоже это прошли. Вот мы все здесь вместе. Ну, сейчас самое важное, ребята, я считаю, что после того, как мы что-то для себя взяли, получили, научились, не растеряться в жизни, да, потому что все обычно забывается, да, через какое-то время. Но если вы зернышко себе посеете и что-то сейчас будете продолжать делать самостоятельно, без меня, без Андрея, без Анны, Даши, помните, жизнь взрослая, она подразумевает какую-то самостоятельность, и надо двигаться вперед. Пишите, читайте, пойте. У Михаила много идей интересных, я уверен, тоже с ними справится. Так что вперед! Дорога, она вот такая, широкая. И там много чего интересного. Всем большое спасибо. Я, может, продолжу в том же ключе. Буквально недавно прочитал, здесь был такой Хаджан Насреддин, да? Слышишь? Восточный, ну, умник, да. Книжка есть там, притчи суфийские, да? Ну, короткая. Хаджан Насреддин стоял возле дороги, по которой везли на казнь человека, да, за преступления какие-то. Ну, все его там называли, этого человека, а Хаджан Насреддин поклонился ему. Он пожал руку, поклонился. Все спрашивают, да это что там преступник, его везут на казнь. Ну, как, почему ты его там говорит? Ну, то, что за его преступление, да, согласен, но я ему поклонился за его целеустремленность. Только цель он выбрал, ну, неправильно, да? Мне кажется, что все здесь собравшиеся целеустремленные люди, да, и единственное, может быть, у кого-то, кому-то подкорректировать эту цель. Ну, и пожелал бы все-таки выбирать правильную цель в жизни. И отличать правильную от неправильного. Так выглядишь. За эти все занятия я очень много от вас слышала. Очень-очень много запоминала. И очень-очень много про это все думала. Очень интересно. Всякие выводы для себя сделала. Нашла во всех из вас что-то очень интересное. Я думаю, вы сами это знаете. И увидели тоже и молодые люди. Тоже очень интересно, когда мы тут болтали, да, вот Каспар сказал, он сегодня очень много выговорил, и я сегодня очень много услышала. Очень приятно, когда слышать такие слова, что кто-то нашел там мотивацию, кто-то нашел позитив, кто-то нашел вообще, что вы находите, да. Это, мы ведь ничего такого не сделали, ничего такого не создали, не построили, да, но каждый нашел. Это очень красиво, по-моему. У меня это был опыт такой, который одна учеба, вторая учеба, одна высшая школа, вторая высшая школа, но вот такого опыта не бывало, да? Это человеческий фактор, по-моему. Теперь есть, теперь я очень горда этим. Cietumā es vecākais inspektors, kur nodarbojas ar sociālo rehabilitāciju. Un kāda izlēma iesaistīties šajā projektā? Nu, man bija piedāvājums iesaistīties tādā projektā, es piekrītu un nenožēloju. Kāpēc nenožēlo? Tāpēc, ka kaut kas jauns no cietumā, kaut kādas jaunas idejas, jaunas nodarbības. Izraibināt ikdienu. Kaut kā, jā, krāsaini baigi.
Ir kaut kas, ko tu pats varbūt no šī projekta esi ieguvis vai iemācījies? Es tagad māku lasīt repu. Superīgi. Bet kā tev bija vērot puišus? Kā tavuprāt, kā viņi uztver šo projektu? Nu, tu pati visu redzēji, ka visi pozitīvi, baigi pozitīvi, ja? Viņi kā, pateiksim tā, kā pavasara ziedi, ja? Un vasarā viņi jau zied. Tā, es uztveru šo projektu, ka viņi bija kaut kādi tur pupoliņi, ja, un pēc tam sāk ziedēt. Ja, ja mēs ņemtu tā, kad kādi tie puiši bija sākumā, un kā tie puiši ir tagad, kad mēs pabeidzām, kas varbūt būtu tas pats spilgtākais? Draudzīgi viņi palika, man liekas, vēl tāds. Draudzīgi? Jā. Atvērti. Un tieši šodienas diena, kad atbrauca puiši no Rīgas, ja, tas bija ļoti labi redzams. Kā tu vispār skaties uz to, kad ienāks pie ieslodzītajiem puišiem, kur ir arī mūža ieslodzītie, tā skaitā ienāks brīvie jaunieši? Vai tev bija kaut kāds uztraukums? Nē. Tas nav pirmo reizi cietumā, jā, un man patīk, ka tā notiek. Tad kaut kāda jauna pieredze priekš viņiem, kā cietumā, kā arī tiem pušiem, kas atbrauc no brīvības. Jā. Un kādi bija tev novērojumi? Kas notika? Kāda bija tā saskarsme? Kaut kā viegli viss notika. Uzreiz tā. Kā tāds, kā seni draugi tikušies. Kā seni draugi. Jā. Bet ir kaut kas, ko tu redzēji, kaut kādu tādu uzplaiksnījumu un dzirksteli, kas varētu pie kaut kā vest tālāk? Tieši tā. Tas bija ļoti labi redzams Artūram, tā dzirkstelē, Mihailam. Un tie divi puši, es domāju, ka viņi ies uz priekšu. Tādi lielākie ieguvēji. Jā. Ja es tev pajautātu tādu vienu globālāku jautājumu, par ko tu sapņo? Sapņo? tāds jautājums, par ko es sapņo. Vai daudz par ko. Ar vienu vārdu, laikam, nevar to pateikt. Vienu teikumu mēģinu formulēt. Vienu teikumu? Neapstāties. Neapstāties. Jā. Sasniegt virsotnes. Varbūt ne sasniegt, bet iet pie tās virsotnes ar tādiem soļiem, drosmīgiem, jā. Otrs jautājums arī varbūt mazliet globālāks ir, kāda liekas cilvēkam ir nepieciešama ticība? Ticība kaut kam vai kādam, lai izdzīvotu? Ticība. Jā. Jātic sev vispirms, ka tu vari kaut ko darīt. Pēc tam citiem. Bet vispirms sev, ka tu vari. Kā tev šķiet, vai puiši noticēja savai sabiedrības lomai, un vai viņi noticēja tam, ka viņi ir tādi paši kā visi citi? Ne visi. Ne visi. Kaut kur puse noticēja, puse ne. Kāds bija tavs novērojums? Novērojums? Piemēram, kad bija tādas izrunas, kā tā šodien viss un vairāk nekas nebūs. Ko mēs tagad pašiem kaut ko jādara? Tāds brīnums viņiem. Bet vairākie, jā, viņi to normāli uztver, ka, projekts beidzies, kaut ko pašiem tagad būs jādara. Jā. Pat kā tā. Forši, paldies tev, Jāni. Tev paldies.